Группа дневного пребывания начала свою работу в феврале текущего года. В отличие от инклюзивных детских садов, здесь ребенок может остаться заниматься с тьюторами в отсутствии родителей. У меня у самой ребенок ДЦП, и была проблема с тем, что мы никак не могли для него найти садик, да, детский сад. Государственный детский сад можно было ходить только с мамой, без мамы его никак не брали. Да. В частном садике тоже отказали. Поэтому мы решили, что нужно открывать свой центр, садик. Тогда пришли 4 ребенка, и тоже вот похожие на нашего сына. Это дети, которые не ходят, не говорят, но дети, которые все понимают. Нужна еще альтернативная коммуникация, да, другой метод, чтобы дети научились общаться на языке жестов, с помощью карточек, с помощью кнопочек. Дети могли общаться не только друг с другом, но еще и научились еще общаться с другими людьми. Написали грант, подали заявку на грант, фонд президентских грантов, и нас поддержали, и с февраля месяца сейчас уже открылись 2 группы, ходят 8 детей. С детьми занимаются 2 тьютера, 2 воспитателя и логопед. Все сотрудники имеют специальные навыки и образование. Все процессы в группе построены на игровой основе. Я логопед, я больше беру речевые игры, артикуляционную гимнастику беру и всякими разными. У нас творческая специальность. Мы все берем в структуру занятия, у нас все входит, разные направления. Социально-коммуникативная группа работает с 10 утра до часу дня. Родители отмечают, что группа дневного пребывания – это очень полезный и нужный проект. В неделю ходим в этот центр 2 раза по 3 часа. То есть ребенок здесь остается один. Мы, то есть, уходим по своим делам. Я на работу, супруга тоже по своим делам. Ребенок здесь учится социализироваться, самостоятельности. Ну и здесь нравится то, что ребенок сам радуется, приезжает сюда, радуется, занимается творческими делами, то есть и умственно развивается, и в эмоциональном плане. Сегодня группа состоит из 8 детей. Как отмечает руководитель проекта, конечная цель социально-коммуникативной группы для детей с ДЦП – сделать ребенка полноценным членом общества настолько, насколько позволяют особенности его психического и физического развития. Лена Андреева, Лилия Уваровская, Павел Пахомов, Якутск.